как должны проходить идентификация лица, который открывает электронный кошелек. Ну вот в Технобанке это вот не происходит. Вот и что мы только не делали, и ничего не происходит. Ну, все, нормативная база есть, но вот даже есть постановление правительства, так называемое, о самоконтроле, которое банк обязывает контролировать, в том числе и лиц, которые открывают. Ну, вот с Технобанка, как из гуся вода. Ну, вы коли-небудь пыталіся у іх, чаму яны не реагуюць на ваши заўвагі? Ну, они же ответчиками были в суде, они даже справку предоставили, что, ну, вот эти счеты открыты в России, да, методом через автоматический центр авторизации. Вот. Я говорю, так он же, президент сказал же, вот, иди в банк, показывай лицо, открывай. Ну, вот мы так работаем, и все. И все. Ничего невозможно сделать. А скажите, калі ласка, вось як вы можете оценить увогуле оборот наркотиков у Беларуси? Ну вот, когда мы собирали доказательства для подачи иска в суд Ленинского района города Гродно, рассматривал их судья Сергей, то вот, получилось, так сказать, несанкционированно проникнуть, взломать сайтик, который они создали для того, чтобы отмывать эти деньги. Ну и получили доступ к оборотам. Ну вот $1000 в день у них проходит. 50 магазинов туда работал, 50 тысяч. Ну где-то $50 миллионов в год. Вот такой объем. Ну даже статистика там, милиция говорила, что они там заблокировали где-то 300-350 тысяч долларов в год. Ну я думаю, что это крохи. Як вы лічыце, галоўныя наркабарыгі, як вы кажаце, так, яны сядзяць у Беларусі ці замежжа? Ну, 90% вот это 2-3 человека, которые контролируют это бизнес. Бывает залетные, которые в Беларуси сидят. Я считаю, что кто-то находится в России, возможно, и из России ведет работу. Кто-то находится в Беларуси, 50 на 50. То есть есть доказательства того, что это и белорусы, работают из Беларуси, то есть применяют определенные системы конспирации в интернете. Ну и есть предположение, что это из России против нас ведется такая работа. Откуль вы маете такие доказы, например, наконт белорусов? Ну, все эти доказательства были представлены в МВД, в том числе и даже с фотографиями. Ну, я уверен, что эти лица до сих пор на свободе. Есть такие доказательства у меня, что они на свободе. Не, як вы высветлілі, што гэта менавіта гэтыя людзі? Мне вас цікава просто. Ну, я юрист. Было у нас хорошее сравнительное уголовное право в Европейском гуманитарном университете. То есть и криминалистику проходили мы. Поэтому есть доказательства, что у нас хорошие были профессора там. То бок гэта пакуль тайна. Да. А скажите, калі ласка, вы не зразумелі, адкуль галоўным образам наркотыкі паступаюць у Беларусь? Увогуле, якія гэта краіны? Гэта Расія ці гэта краіны Западу? Ну, в России объемы наркотиков измеряются сотнями килограмм. Там, может, производство есть какие-то. Большая страна, можно спрятаться. В основном, полагаю, что везут через границу открытую между Россией и Беларусью. Оттуда едет. А як вы лічыце, як звычайны чалавек, з гэтым можна нешта зрабіць ці не? Ну, предложение рождает спрос. Если бы невозможно было отмывать деньги, полученные от продажи наркотиков, то потребление, конечно, бы снизилось в десятки раз. И вот когда по моим материалам наша НИО опубликовала несколько статей, вот когда вот этот хакерский сайт, который я взломал, был прикрыт, он находился в Минске на серверах Тутбая, то наркобарыги не могли быстро перестроить свои каналы отмывания денег. И 2 недели страна жила без наркотиков. Это был факт, да. Это было... Притом эти все доказательства были, и они тоже были представлены в суд.
Но суд меня не услышал, нас не услышал. Тут у нас прыйшло пытанне таксама ў нас у эфір ад нашага слухача. Вось скажыце, ён лічыць так, што усе змагаюцца з артыкулам 328, але ж нібыта ніхто не змагаецца з тымі, хто яго прыдумаў. І ён лічыць, што гэта не дзяржава не ўсё прыдумала гэты артыкул, а што гэты артыкул з'явіўся дзякуючы людзям, якія набываюць і прадаюць гэтыя наркотыкі. Так? Ён кажа, што ваш сын таксама у гэта ўвязаўся. Вось як вы лічыце таксама, як бацька, як чалавек, так, з кім трэба тут змагацца і як? Наверное, радиослушатель не понимает ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Дело в том, что начиналось все со спайсов. То есть спайсы были везде. Это было легально, они продавались в кальянных. То есть и я в кальянную ходил, курил. Я что, знал, что это запрещено? Что они были абсолютно легальны, вот, а потом стали нелегальны. То есть страна употребляла спайсы, я курящий человек, мне тоже хотелось попробовать что-то такое. Я вообще считал, что это какой-то табак, травы, которые можно курить. Я в командировку ездил в Москву, и там это все продавалось, все абсолютно легально. А потом это все стало запрещено нелегально. А в окружении своего сына нет людей, которые не пробовали наркотики. Нет людей, которые не покурили спайс. Это абсолютно среди, по крайней мере, мальчиков это 100%. Даже ботаники, которые вообще не курят, и когда-то пробовали спайсы. А с чем это связано? Так если продается табак, потом продаются табачные смеси, потом продаются курительные смеси. То есть сложилась определенная культура потребления. Кальянные возникли, работали официально. Вы увогуле лічыце, што вось са спайсам увогуле са спайсаў пачалося гэтая хваля наконт наркотыкаў, і гэта менавіта вось адтуль пайшло, так? Да. То есть вначале это был разрешенное, потом оно стало запрещенное. Вот с этого все, что пошло. І з кім вы лічыце трэба змагацца здесь? Вось наш слухач, ён кажа, што трэба змагацца, я так мяркую, што ён лічыць, што трэба змагацца з людзьмі, якія ўжываюць, якія карыстаюцца гэтым, якія прадаюць. Вось. А як вы лічыце? Так дело в том, что я вообще за ужесточение. То есть матери 328, они считают, что многих осудили неправильно, многих действительно на долгие сроки. Я не буду это обсуждать. Но я вижу, как юрист, проблему в двух вещах. Первое. В Белоруссии нет ответственности за организацию продажи наркотиков в интернете. Ее вообще нет. Она напрочь отсутствует. Нет такой статьи вообще. Нет состава преступления. Хотя вот эти 2-3 человека, которые я говорил, которые организуют сюда доставку наркотиков, их надо садить, создать 6-ю часть в 328 статье, и их вплоть до расстрела. Если есть такое наказание в государстве, почему бы и нет? И второе. Получается, что потребление наркотиков в Беларуси, оно даже не имеет административного наказания. То есть в Беларуси разрешено организовывать торговлю и разрешено потреблять. А все, что между ними, перевозка, хранение, сбыт, распространение, там еще вовлечение, создание наркопритонов, все это запрещено и жесточайшие меры. Так запретите от начала, то есть сначала организацию торговли и конец потребления. И все само собой рассосется. То есть запретили потребление, но административно поймали — штраф, второй раз поймали — 10 суток, третий раз поймали — 20 суток, четвертый раз в течение года — иди посиди полгода, подумай, готовься к тюрьме, если тебе так нравятся наркотики.
Гэта меркаванне Олега Калінко, які спецыяльна прыехаў сёння да нас у студыю Еўрарады з Гродна. Вось мы працягваем асвятляць тэму артыкула 328 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь. Сачыце за намі. Дзякуй за ўвагу.